Давай, новичок, мистер Чарльз Фервезер ждет лучшую сделку в жизни. Чем мы торгуем? Мечтами. Сегодня это Раймер Pharmaceutical. Алло, Мистер Фервезер? слушаю. Меня зовут Ник Холден. Я стану вашим брокером. У меня уже есть брокер. Неужели? Много он вам заработал? Большой процент за тот год? В прошлом году никто не заработал. Что за чушь? У нашей фирмы вышло целых 3%. И это после кризиса. Я вам не верю. Дайте электронный адрес, я вышлю вам отчет. Биотехнологии и алкоголь идут вверх. Где вы взяли мой номер? У вашего брокера. У него не хватило ума промолчать. Так кем вы работаете, Чарли? Я учитель истории, но меня не интересует. Единственная история, достойная внимания, та, что мы делаем сегодня. Кто это сказал? Думаю, что это Генри Форд. Да, точно, и он был прав. Слышали о Раймер Pharmaceutical? Нет. Конечно, не слышали, ведь ваша работа учить, а моя работа узнавать про компании, пока о них не узнали другие. Сказать, что не надо покупать. Акции, которые советует таксист. Если бы вы знали про ЭВМ до изобретения микрочипа, вы купили бы их акции? Конечно. А Раймер работает точно по такой же схеме. С понедельника им разрешено проводить клинические испытания лекарства, сделанного по нанотехнологии, которое станет спасением для раковых больных. Я нашел акции по номиналу. Похоже на инсайдерскую торговлю. Вовсе нет. Все операции законны. Я проштудировал 1000 страниц научно-технической документации. И вы можете наварить $3 за акцию. Начните с малого, ладно? С 1000 акций. Эта сумма удвоится через неделю, и вы все решите. Интересно, но мне нужно узнать у супруги. Сделка сорвалась, новичок. Мистер Фервезер, если послушаете меня, то у вас к ней будет только один вопрос. Из какого дерева она хочет полы в новом доме? Даже не знаю. В жизни мало таких моментов, мистер Фервезер. Не упускайте шанс. Молодец. Согласен, Но я куплю 5000 акций. Спасибо. Я переключу вас на наших девушек, они запишут информацию. Фу. Ну, как собеседование? Да! Поверьте, я не стал бы делиться информацией, если бы у меня у самого не было бы 3000 акций этой фирмы. Что значит не инвестирую по телефону? Кубинский кризис уладил телефонный звонок. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Вы не разбогатеете на дорогом рынке, он идет ко дну. Что вам нужно? Отпечатанное приглашение? Что нужно, чтобы хорошо жить? Больше вкалывать? Нет, нужно вкалывать с умом. Через неделю сумма удвоится, и вы вернете деньги на обучение. Вы заговорили как умный инвестор. Это ваш первый шаг к первому миллиону. Да, большое спасибо. Ну хорошо, везунчик, идем.